Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем, как неисправный грейдер протаранил припаркованную иномарку. Инспектор говорит, типа «Тотал». Лишь чудом не пострадали другие автомобили. Расскажем о старте судебного процесса по делу о ДТП, в котором погибли 2 подростка. Наверное, он не в состоянии был увидеть ни знак, ни наших детей. А также семейный конфликт, ставший достоянием общественности. Она просто заикнулась, я говорю, тебя посажу и все. Была ли попытка поджога собственного дома? Это и не только. Прямо сейчас. Неуправляемый грейдер снес припаркованную «Мазду» во дворе 42-го дома по улице Мавлютова. Как рассказал водитель спецтехники, все произошло из-за технической неисправности. Все попытки остановить многотонную машину оказались тщетными. Остановиться грейдер смог, только припечатав иномарку к дереву и бетонному столбу. С места происшествия репортаж Айрата Назипова. Сзади вот стоит, да, машина моя. Но ее не задели, все нормально. Нет, только одна машина получается. Только одна машина, да. Как рассказали владельцы уцелевших автомобилей, их машины грейдер не задел лишь чудом и считают себя счастливчиками. Не повезло лишь владельцу «Мазды». Спецтехника снесла стоящую иномарку и прижала ее к дереву и к столбу. От удара бетонная опора с оборванными проводами накренилась вниз на несколько градусов. В момент происшествия в салоне легковушки никого не было. Хозяин пришел позже и ужаснулся, увидев свой автомобиль. С утра вышел на работу и вот вижу такую же картину. Инспектор говорит, типа «Тотал». Водитель грейдера не скрывался, сделать, говорит, ничего не мог. Была техническая неисправность. Чуть не откатался. Сцепление отказалось. Сцепление? Рядом установлены камеры наружного наблюдения, однако в момент происшествия в объективы не попал. Было видно лишь то, как водитель грейдера тщетно пытался остановить транспорт за мгновение до аварии. В углу машины видно стоит, просто протаранил его. Повезло то, что людей еще не было, то есть куда провода упали. Пострадавших происшествий не было, степень причиненного ущерба еще только предстоит подсчитать. Айрат Назипов, Константин Бушуев, «Вызов 112». 67-летний водитель Volkswagen скончался после аварии на улице Кулахметова. По предварительным данным, пенсионер, выехавший со двора, превысил скорость, не справился с управлением и выехал на газон, где наехал на деревья и припаркованный автомобиль «Шевроле Кобальт». Ее по инерции отбросило на «Опель Синтра». По одной из версий, предполагаемому виновнику ДТП стало плохо за рулем. Он скончался на месте происшествия. Его 63-летняя пассажирка получила ушиб мягких тканей головы. 16-летняя дочь экс-депутата Госсовета Татарстана Марата Бухараева погибла в аварии. Трагедия произошла на 250-м километре трассы М7 в Ковровском районе Владимирской области. По предварительным данным, водитель грузовика «Скания» уронил 6 емкостей с мыльным веществом. В результате она разлилась по встречной полосе, а упавший груз оказался на пути Kia Rio. В столкновении пострадали 5 человек, в том числе 9-летний ребенок. Позже на скользком участке дороги не справился с управлением водитель Kia Sportage. Он вылетел в кювет. Автомобилист получил различные травмы. Спустя 25 минут на том же месте столкнулась Audi и грузовик. В результате этой аварии погибли 2 человека, в том числе дочь депутата. Еще 3 получили травмы. Сегодня Альметьевский городской суд начал рассматривать дело о смертельной аварии, которая унесла жизнь 2 подростков в селе Новое Каширово. Напомним, 2 ноября водитель «Лады Гранта» сбил 3 молодых людей, 2 из них скончались на месте. 3-й получил тяжелые травмы. Водитель, 26-летний житель Казани, скрылся. Как установили следователи, он был в состоянии алкогольного опьянения. Подробности у Филюзы Хамидуллиной. Я увидела, как мой ребенок лежит там. Об этой страшной ночи Гульназ Шайхулова без слез говорить не может. 2 ноября ее 14-летний сын с товарищами шли по краю проезжей части центральной улицы села Новое Каширово. Около 12 ночи всех 3 сбила «Лада Гранта». 2 погибли на месте. 1 подростка доставили в больницу. Это произошло очень быстро, буквально 1-2 секунды. Мы шли, сильный удар сзади почувствовал и потерял сознание. Просто я видела вот эту машину, и я сначала подумала, что она, наверное, скорее всего ударила сначала об столб, потому что об людей так удариться и так машину разбить, это просто невозможно. ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения. Водитель скрылся с места происшествия, но его удалось задержать. Следователи установили, что 26-летний житель Казани сел за руль нетрезвым, и сейчас его виновность доказывает в суде. Родители погибших школьников просят назначить максимальное наказание и компенсировать моральный вред по 2 миллиона каждой семье. Максимальное строгое наказание хотим, чтобы было все это справедливо. Наших детей уже не вернут. Светоотражающие элементы на одежде пострадавших подростков были, уверяют их родители. Фирменный знак сзади был, светоотражающий. Но, наверное, он не в состоянии был увидеть ни знак,
не наших детей. Но у ответчика своя версия происшествия. Получается, со стороны кладбища я увидел то, что человек какой-то пробегает, боковую тень. Я резко влево дал и вправо, чтобы его объехать. В итоге я все равно подцепил, удар почувствовал. Почему вы не оказали первую помощь? Я был в шоковом состоянии. Вы сожалеете? Я очень сожалею. Уголовный кодекс за подобные деяния предусматривает до 9 лет лишения свободы. Сегодня процесс отложили. Не все свидетели явились в суд. Следующее заседание состоится 3 июня. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, вызов 112. Lexus и Range Rover столкнулись на Танковом кольце. По предварительной версии, внедорожник стал выезжать с кольца, не пропустив при этом двигавшуюся справа легковушку. Последнюю в результате удара отбросила на дорожный знак. С места аварии Алия Хайрудинова. Произошло столкновение, потом по инерции просто в столб уехали и все. Молодые люди изначально сами не поняли, как произошло столкновение. Помнят лишь, как их автомобиль встретился лоб в лоб с дорожным знаком. Уже чуть позже они восстановили всю картину событий. Двигались по крайней правой полосе. Со стороны воздушного трека. Да, и что случилось? Еду все спокойно. И тут, по-моему, либо с крайнего левого, либо посередине вылетает Land Rover, пытается сюда завернуть. Но я его не видел, я его видел только в момент столкновения. За рулем внедорожника была женщина, которая, по словам молодых людей, и виновата в произошедшем полностью. Однако сама она так не считает. А он свою вину признает вообще? Не признает. А он, то есть, поворачивать начал сюда, да? Да. А не заметил вас или как, что говорит? Без понятия. Вообще ничего не говорит. Говорит, вроде виноваты, а вроде и нет, пусть суд разбирается. Участники аварии на месте пытались разобраться, кто прав, а кто виноват, однако к единому мнению так и не пришли. Вероятнее, теперь им предстоит разбор происшествия в ГИБДД. Если с решением автоинспекторов стороны не согласятся, тогда, вероятно, встретятся они уже в суде. Алия Хайрудинова, Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. Зять поджег дом. Такое сообщение поступило ночью на единый номер вызова экстренных служб 112. Заявители сообщили, что мужчина стал разжигать по участку костры и пугать семью. Все происходило в одном из участков в садовом обществе «Энергетик». На место первыми прибыли полицейские. Они потушили огонь и задержали 32-летнего мужчину. Мнение самого задержанного услышала Нафиса Минязова. Я поругался с тещей, она ненавидит меня. Руслан во всем винит тещу. Анекдотическая взаимная нелюбовь, рассказывает, сильно отравляет ему жизнь. Говорит, женщина старается сделать все возможное, лишь бы отправить его в места не столь отдаленные. С глаз долой в ее сердце он, мол, и не был. Рассказывает об этом, правда, немного другими словами. Она просто заикнулась, я, говорит, тебя посажу и все. А все остальное я ничего не... А за что посадить не сказал? Нет. И вот в концовке я просыпаюсь, у меня будет полицейский. Полицейских, по его словам, вызвала также теща. Стражем порядка женщина сообщила, что ее зять поджег дом, но мужчина уверяет, дом не поджигал, мол, и зачем ему это делать? И вообще жизнь старается радоваться, общий язык с окружающими находить. А огонь, да, разводил, но совершенно с другой целью. Мясо жарю, рыбу копчу. Хочется рыбу? Горбуш копчу. Сжигал там мусор, ветки, то есть объедки. Теща мужчина признается, хоть и сам недолюбливает, но не до такой степени, чтобы поджигать дом. Тем более в это время внутри, помимо нее, были и любимые им люди. Вы что, там ребенок мой, я сам там сплю, как я могу что-то поджечь? Супруга там же. Конечно. К слову, к приезду полицейских во дворе горели мусор и трава. Сам дом не горел. Сотрудники самостоятельно потушили пламя еще до приезда пожарных. Последним оставалось лишь убедиться в том, что огонь действительно ликвидирован. Задержанного же доставили в отдел полиции для выяснения подробностей случившегося. Будет ли теща писать на него заявление, является пока внутрисемейной тайной. Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. Десятки людей стали свидетелями падения женщины из окна 5-го этажа одного из домов в Нижнекамске. Трагедии, как рассказали соседи погибшей, предшествовал сильный скандал с сожителем, после которого женщина и оказалась за окном, держась за карниз. Все подробности у Сергея Хайдарова. Момент трагедии запечатлели очевидцы. Несколько минут женщина висела на карнизе 5-го этажа. Пыталась забраться внутрь. За руки из квартиры ее держит мужчина. Но затащить женщину обратно у него не получилось. Соседи с ужасом вспоминают события того вечера. Говорят, они сильно ругались. Но как женщина оказалась за окном, сказать не смогли. Они еще ругались, матерились. Держи. Он ее держал за руки. Она прямо повисла сюда. И не удержал, опустил.
Погибшей было 39 лет. У нее осталось 3 детей, но родительских прав женщина была лишена. Жила с сожителем, который, говорят, ее избивал. Несмотря на крики, никто не вызывал полицию и не попытался спасти женщину. Ну, крики были, как будто ругаются. А потом, когда я от окна отошла уже, смотрю, там люди стояли и шлепок. Сейчас Следственный комитет проводит проверку. Процессуальное решение будет принято после ее окончания. Сергей Хайдаров, Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов. Вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.